Перевод на дистанционное обучение в школах Коми не планируется, сообщает Минобрнауки. Нет такой формы обучения и в учебных заведениях, которые уже закрыты на карантин. Так, с 20 на 26 сентября учебный процесс из-за роста больных гриппом и ОРВИ приостановлен в 2 школах Троицко-Печорска и одной в Нижней Омре. В министерстве подчеркивают, цитата, «целенаправленная подготовка к повсеместному переходу на дистанционное обучение министерством не проводится. При повышении уровня заболеваемости сезонными инфекциями и гриппом в первую очередь на карантин будут выводить классы, в которых превышен порог заболеваемости. Сразу закрывать на карантин всю школу нецелесообразно». Конец цитаты. Тем временем в Ухте вакцинация от гриппа вызвала настоящий ажиотаж. Запись на иммунизацию в городской поликлинике идет уже на начало октября. Одним из первых, кто сделал прививку от гриппа, стал мэр Ухты Магомед Османов. Градоначальник отметил, что лучше сделать укол, чем тратить время на больничные койки из-за возможных осложнений. Медики же напомнили, иммунизация помимо самой инъекции включает в себя и осмотр врачом-терапевтом или фельдшером, чтобы понять, есть ли у пациента основания для медотвода от вакцинации. Специалисты Ухтинской городской поликлиники видят, как востребована вакцинация среди горожан и делают все возможное, чтобы охватить иммунизацией большее число пациентов. Мы расширяем прием, стараемся давать дополнительное время на вакцинацию, но так как сейчас начался у нас уже массовая вакцинация против гриппа, соответственно, талонов в первое время не хватает. Но мы выровняем эту ситуацию. В первую очередь мы снова начнем выездную работу, так как вакцина только поступила. Соответственно, выездная работа начинается только с этой недели. Так, в эту субботу мобильный медицинский комплекс, где можно будет пройти диспансеризацию, сделать прививку от гриппа, а также пройти иммунизацию в соответствии с национальным календарем прививок, будет работать в микрорайоне Дальний. Важно отметить, что вакцинироваться стоит до пика заболеваемости, что может прийти на ноябрь. Ухтинские медики, к слову, уже отмечают постепенный рост заболеваемости гриппом.